Друзья, вы, наверное, смотрите у нас уже другой, это уже, наверное, мой другой ролик. Смотрите, она у меня сейчас закипает. Сейчас я соберу вот эту пенку, все. Вот, смотрите, какая огромная кастрюля малины. Она у меня сейчас закипает. Я соберу пенку, и это самое, она у меня проварится минут 10, не больше. Потому что потом она и цвет теряет, и свою полезность, естественно. Закипела буквально 5-7 минут. На слабом огне кипит, все, я выключаю. И раньше, ну, я же говорю о том, что, как сказать, ну, не все знаешь всегда, правильно, наперед. Раньше, например, я как делала? Вот сварилось варенье, да, как любое другое там, салаты это, либо томат, либо что-то, я в горячем виде наливала в баночки, в 700-ки. То потом что получалось? Допустим, жидкость, да, оставалась внизу, а сами ягоды, вот прямо вот своим, не по раздельности, а прямо вот таким комочком, да, они подходили к верху, например. То сейчас я оставляю до полного охлаждения, до полного. И когда мы наливаем потом в баночки, то это варенье бывает, знаете, бывает из зернышка вот отдельно, и цвет красивый, насыщенный. Ну, в общем, я покажу баночки. Цвет красивый, насыщенный, и вот зернышко видно отдельно в баночке. Но это то, что зимой самое необходимо. Калину тоже перекручу замороженную, хотя у меня есть еще пол-ведра в морозильнике, но все равно свежей. Потом малина. Лимонное варенье у меня есть, закрытое, 5 банок 700 на зиму. Ну, в общем, готовимся. Но у меня и на продажу полно, и нам кушать. Это зимой самое от простуды, от всего это самый-самый класс, девочки. Ой, какой аромат идет от малинки. На весь дом такой аромат малины, знаете, и цвет такой красивый вообще. Сейчас вот здесь в кухне свет не горит, только у меня вот подсветка только работает. Вот, а так бы... Ну, баночки потом покажу, будет яркий цвет, красивый. Вот сейчас аккуратно соберу пенка, когда она соберется побольше. Вот. И обязательно в эмалированной кастрюле. Обязательно, потому что в других она подгорает. Оно, то есть варенье. Пока сахар, чтобы все полностью растаял. Там бывает этот пригорает. Не пригорает, а пристает сахар. Поэтому пока помешиваю. Вот. Какой цвет красивый, видите? Своя малина, горная, с огорода. Не то, что там покупная там или, не знаю, чем-то напичкана. Это уже все без всяких там, без всякой химии. Ну, в общем, ладно. Потом тогда покажу вам готовые баночки. Мне просто интересно, сколько получится именно с этой массы. Друзья, ну вот что у меня получилось баночек. Супруг косит, особо не слышно. Вот то, о чем я говорила, отдельно зернышки, видите? А раньше у меня, ну я не знала, скажем так, они вверх поднимались, были вверху, а внизу был этот, ну вот это вот жидкость, скажем так, да? Вот. И теперь это все, как говорится, равномерно. И цвет очень-очень красивый. В
В общем, получилось у меня, я не знаю сколько. Ну, как всегда, не без этого. Закон он есть, вот баночка осталась, не хватило. Ну, это мы сами покушаем. Вот, друзья, получилось такое хорошее варенье. Это именно баночки для себя. У меня все, что на продаже, у меня в 700-ках и закрытые такими крышками. А для себя это нам пойдет вот такое варенье. В общем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И 17 баночек получилось. Видите? 17 баночек вышло. Способ. Траву ничего не слышно. Красиво такое варенье, да? В общем, кто заболеет, все к ней обращайтесь. Вера, нация, вероисповедание, нация роли не играет. Все, кто заболел, все сюда. Без проблем. Все получите у меня варенье. Там не сыпать. О, дерева уже нет, видите? Это хорошо, потому что сейчас туда-сюда начнут ореха листья сыпаться и подметать будет очень тяжело. А когда подстрижена, она травка быстро вырастает, зеленая. У нас еще, у нас такая осень теплая, хорошая прям осень. Друзья, всем ассаламу алейкум, доброго времени суток. Значит, мы съездили в магазин. Мне завтра нужно ехать на оптовую базу. Вот, но уже как-то такое все закончилось, знаете, там легкий перекус такое все. А ну-ка, всем привет. Всем привет. Угу. Значит, купила упаковку минеральной Чоукими, нам она очень нравится. Ну, просто чтобы она была. Не сказать, что я сильно увлекаюсь. Бывает, то у меня что-то это... Ну, не сказать бы, что это переедание, потому что я сейчас на диете. Ну, как-то бывает, там, желудок побаливает, или там какой-то дискомфорт. Хочется минералки выпить. Так, купила. Вот, дальше. Это... Дальше смотрим, девочки. В первую очередь, что я купила, это мне посоветовали. Ну, у Софишки у нас не проходит кашель. Ингаляцию делаем, ну, что-то прям кашель. Она, знаете, вот в чем причина? У нее прям хорошо собирается вот эта мокрота, но она не умеет. И я ей говорю, в ванну, говорю, пойдем в ванну, выплевывай, Софишка, в раковину. Нет, она чего-то боится. Она боится то ли, что она задохнется, я не знаю. Ну, вот. Не, что я нарыгаю. Ну, то есть в ванну я тебя веду, там же не страшно, если даже ты это получится. Извините, что такая речь, ну, как-то это самое. Ну, в общем, вот это вот с чабрецом очень девочки посоветовали. Это идет с 2 лет. В общем, такое я купила ей. Потом у нас есть такой турецкий порошок. Вот, его очень хвалят, но мы ним пользовались, я знаю, это без подделки. Это вот когда грипп там, да, жаропонижающее, болеутоляющее, противоаллергическое, в общем, ну, очень хорошее. Мы уже покупали, поэтому я знаю. Тоже 4 взяла, пока как бы никто не болеет. Анжел, тебе тоже можно выпить себе одну. Выпить. Ты уже начала как бы немножко чуть-чуть болеть. Вот. Потом у нас конфеты были. Я недавно снимала, купила упаковку целую вот этих вот синих конфет. Они тоже очень хорошие, я их беру. Они тоже 500 чем-то. Но мне не нравятся хорошие конфеты. И у нас еще много есть. Мы особо с Анжелой уже их не кушаем. А так. Это пристало ко мне, когда Висхан приезжал, я покупала такие, только были... С чем они были? Не фиолетовая была упаковка. Да, она была такая хлопушь. Она была с котиком там была. Котик нарисован, да. Ну, там то ли смородина была, я не помню, что. Но вот это вот... это что?
ну, с молоком и без консервантов и красителей. И клубника, и банан. Двойной вкус. То есть там и то есть. Да, в общем, это понятно. Он говорит, один пакетик возьми, выпей сейчас. Уже что-то горло. Мы вчера на улице много работали. И... Вот. Ну, это Софичкин заказ. Это попросила купить мармелад. Он говорит, хамаясла. Хочешь, я в садике куплю, понесу ба. Мам, я хочу деткам понести в садик, чтобы им было приятно, мармеладки. Ну, хорошо, купили. Дальше, тоже Софичка захотела вот такой коктейль клубничный, со вкусом клубники. Вот это сюда поставим. Да, подожди, Ляк, подожди, стоп. Хоть я против вот этих делов категорически, но она пристала, мамочка, ну, пожалуйста, люди смотрели на меня, я говорю, скажешь, что пожалела. Я купила вот эти вот вещи. Хотя иногда и самой бывает приятно их погрызть так, вечерком. Думаю, ну ладно, 2 пачечки нам на 3. Анжеле, мне ладно, пойдет. Это 3 кота, 3 хвоста, сок. Значит, это... Подожди, Софиш, как ты сильно... Мне мешаешь порой работать. Это 2 бульона. Это, знаете, бывает, когда мы пельмешки варим. Вот пельмени мы в основном любим варить не так. Вот сварили в тарелку с маслом там или с чем-то, да, с майонезом. А вот именно как суп варить, кидать туда пельмешки, потом чуть-чуть этого ролтона и со сметанкой или что-нибудь. И получается типа как супчик. Такое редко бывает там. С Хасавюрта с базы приеду, либо там я куда-то ездила, Анжела занималась делами, что-то не успели приготовить, или как-то раз быстро пельмени поставили, сварили и как бы до свидания. Хотя писали, что вредные, сейчас все вредное. Вот такая кубанская буренка, сметана, мне нравится. Не было такой сметаны, обычно я чабан брала сметану, но сегодня ее не было. Так, это сколько? 210 или 310, непонятно. В общем, такой сливочный. Это Софишка на баунти. Угу. Ну, колбаска халяль кавказская. Это обязательно. Да, ставь сюда. Вот такая мусульманская без свинины, сочинская, тоже очень вкусная. Это 290. И это что-то 200 с чем-то. Не помню точно. Кстати, мне посоветовали это кофе, да. Мы давно не брали, девочки, мы давно не брали такой растворимый кофе по той причине, что нам много отправляли. Покажи, Анжела, что я купила. Это для котика. Кот у нас любит очень сильно с индейкой и морковью. Да, для котика. Ну что, только дух мотосла, ты обычно любишь. И, значит, нам с Германии отправляли, с Франции. Много кофе такого, что варить в турке. Оно у нас сейчас еще есть. Очень хорошее. Но иногда хочется просто растворимого. И мне посоветовали, давно говорили про вот это кофе. Эгоист. Очень хорошее. Бушидо. Анжела, у тебя Бушидо было кофе? Мне посоветовали девочки. Эгоист. Но Бушидо мы уже пили, а эгоист мы еще не пробовали. Ну, в общем, посмотрим. Ну, такой приятный кофеек. Вот, кукурузная крупа. Так-то у нас крупы есть кукурузная. Закончилась. У нас Софичка любит. В садике дают, и ей очень нравится. Ну, это Софичка купила себе тоже. Наклейки здесь какие-то, лол. Да, Софиш? А дальше булочка хлеба вот такая. Это хлеб кукурузный. Он и дорогой. Обычно у нас хлеб 20 рублей стоит булка, у нас хлеб. А вот этот стоит 40 рублей. Это кукурузный хлеб и с яичными желтками. Ну, булочку взяла. Мы сейчас хлеб мало едим вообще. Только потому, что супруг дома я купила. Так бы можно было не покупать. Девочки, это у нас в Чечне делают пельмешки. У нас были пельмени свои домашние. Они закончились вот буквально Кучелоевский район, село Маятук. Это в Чечне вот делают, видите? Чеченская республика. Я другие пельмени бы не взяла. Только то, что делают в Чечне. Я никому не доверяю. Никаких обид быть не должно. Но только чеченскому производству в этом плане. Вот, далее. Потом 3 наисвежайшие скумбрии купила. Копченые. Анжела, находясь в магазине, я позвонила Анжеле, говорю, Анжела, картошечку поставь в мундирах и сварим. Я говорю, с рыбкой. Вот. Потом тоже аргунский вот такой, тоже 190. Аргунский мясокомбинат, рулет куриный. Тоже он очень хороший. Но это так, знаете, утром, когда мы пьем кофе,
там кашку какую-то сварим, колбаска, нарезка, помидорчики, огурчики, либо салаты, вот сыр. Ну, вот такое люблю утром позавтракать, знаете, вот так вот. А это этот рулет с орехами. Тоже кто-то делает на дому, приносят, продают. И недорогой, не помню, сколько он, 100 с чем-то. Мягенький, наисвежайший, с орехами тоже купила, думаю, ну, один. Ладно, пускай, думаю, будет. Вот, что у нас, Анжел? Ну, и мои любимые пряники. Я не люблю, когда их нету. Я не люблю такие все сладости с кремами. София просила купить тортик. Нет, тортик мы брать не будем, эти крема, все это сладкое. Ровно полпряника за кружкой чая, полпряника на следующий раз я оставляю. И надолго хватает, они мягкие. Анжела всегда говорит: мам, ты открыла ящик или нет? Я всегда люблю покупать, когда я открываю ящик. Ну, то есть наисвежайшее, мягкое вообще. Все люблю брать свежее, скажем так. Да, Софичка хочет что-то сказать. Давай. И скажи, сметана полезна? Полезно. А зелень полезна? Полезно. Картошка полезна? Картошка, но не совсем. В картошке присутствует много крахмала, а это как бы не очень хорошо. Ну, можно картошечку, но не так много. Ну смотри, тогда купи мне картошку с зеленью и с маслом. Картошку, сметана. ты имеешь в виду чипсы, да? Чипсы, я же тебе купила вон эти хрустяшки. Да. И вот эти, я их очень сильно обожаю. Умница. Так, Анжелика у нас генеральная уборка, все моет, вымывает. Вот. Мы сегодня до 11 часов спали. И вчера мы много поработали, поэтому выспались хорошо, ночевались, посидели семейно, обсудили все текущие проблемы, попили чаек, да, и... Каждый занят своим делом, да? И теперь каждый занялся своим делом. А то многие пишут: ой, да что вы трете, моете. Ну вы же видите, девочки, друзья, каких-то 40 минут, да, что я там сняла, а день-то длинный, да. Хватает время, поверьте, и на отдых. Мы, кстати, с Анжелой собирались в салон сегодня сходить. Вот. Но вчера Анжела до обеда была на встрече с подругами, там у них какое-то было мероприятие. Вот. А завтра я планирую ехать на базу. Анжела в Аргун к подружке. У них там что-то это... Да, послезавтра. Да послезавтра Саня Воева еще? Да, послезавтра. Сахар есть? Чашу шифоньяча можно, да? Да, шифонячего нанесли. И кухонную надо помыть с обратной стороны. Мы тогда все внутри почистили, только без белизны. Просто ферри и все. Потому что у мебели теряется цвет. Мебель с белизной мыть не стоит никогда. Вот окна, да, Анжела, окна хорошо отмываются, ты знаешь, белизной, а это нет. В общем, девочки, что-то 4 с чем-то, это в магазине. А потом еще лекарства тоже. Я дала ей 1000, и я еще там кое-что купила, это я не буду показывать. Я дала ей 1000, она мне там дала сдачи что-то копейки. Ну, в общем, грубо говоря, 5000 положила я. А особо ничего не видно. Ну, около 400 скумбрия, колбаса одна 300, вторая 300, эти 200 шик. Ну, в общем, конфеты 500 с чем-то. В общем, вот так вот все это собирается сумма. Ну, ничего. Этого всего нам хватит. Конфеты у нас много есть, но мадам купила, потому что они конфетки, она говорит, они взрываются во рту, да, их когда кушаешь, они как будто взрываются, знаете, вот такое вот, ладно. Ну и кофе, вот 595 кофе, конечно, оно все насобиралось. Ладно, мы сегодня, у нас сегодня мы поменяли постель, у нас сегодня большая стирка покрывала, постели, все стираем. Вот, на улице у нас погода изменилась, пасмурно, дождик. Хорошо, что я вчера варенье. Хорошо, что покосили вчера во дворе, да. Хорошо, что это самое... Под навесом, да. И хорошо, что я со своим малиновым вареньем разобралась. И здесь тоже нужно навести порядок в этих шкафах. Все послаживать. Крупы. Я завтра куплю баночки, Анжела, хасавюрки, упаковку пластмассовых, чтобы для каждой крупы была отдельная банка специально. Здесь у нас чай. Вот тут. Чай. А, кстати, Анжел, вот эту кашу я достала сегодня сварить, но я ее не сварила, потому что она была долго под навесом, и здесь уже крупинки такие, знаешь, ее надо ликвидировать. Я ее поэтому не сварила. Она просила кукурузную кашу утром, я ее не сварила, не утром, а в 11.
В 11, как встали. Ну, у нас тут есть кое-что в банках, но я хочу специальные баночки купить, и чтобы это самое, все было у меня в банках. В общем, как-то так, друзья. Такие вот дела. Все, мы сейчас, картошечка уже почти сварилась. Мы сейчас покушаем. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно. Очень спасибо большое. У меня это самое... У нас картошечка варится. У меня, знаете, как сказать... Есть такие подписчики, которые после каждого ролика многие мне пишут. Вот. И как они удивляются, что вот кисельное... Понимаешь, какой красный человек они не кидали, она, если человек, ну, мы же видим, как вы живете, она к тебе не прилипает, ты даже на это не обращаешь. Да я не обращаю внимания. Ну, просто я хочу, знаете, ядик опустить, скажем так. Это у меня есть, да, зацепить, типа, что я вообще, ну... Мам, хочешь? По барабану, скажем так, да? Вот. Такие вот дела. А так, конечно же, вы же видите меня каждый день. Вы видите, чем я занимаюсь. Это все понятно мне. Поэтому как-то так, да. Как-то так. Дальше там мне многие вопросы задавали по поводу там паспортов, переезда и так далее. Об этом будет ролик следующий, где все я расскажу. Просто многим стало много чего непонятно, в смысле, что устроится дом, как так, все. Все расскажу, будет специально для этого ролик. Ну а пока что всем пока, ставьте Всем лайк пока. и пишите комментарии, да? Киса, Чечня. Угу. Кашлять, не пошла сегодня в садик, потому что я купила, хотя утром встали, папа посадил ее на ингаляцию, и вчера вечером, ну что-то не проходит у нас кашель затяжной. Она же бегает на улице, мы сначала занимаемся делами, она то без носков выйдет, а погода уже обманчивая, вроде бы тепло, но уже это осень, уже октябрь. Пробуем октябрь. Все, давайте, всем пока, ставьте лайки. Всем пока, ставьте лайки. Девчонки, смотрите, как это красиво. Я до конца не подвинула специально, чтобы показать вам, ну, чтобы не закрывался вот этот нижний наматрасник. Вы видите, да? На резинке. Очень удобно одевается на матрас. И чтобы вам было видно, что внизу тоже постелено. Вот наверху вот так вот выбито. Вот такая вот красота, девчонки. Ну, классно вообще. Но одеяло на всю кровать, если подтянуть, конечно, оно все получается там. Подушечки тоже, девочки. Классные, классные вообще. Качество, девчонки, посмотрите. Мягенькая, мягенькая. Вообще обалдеть. Я просто в шоке. Мне очень нравится. Я вот, ну как сказать, хоть эта постель не сегодня появилась в продаже, скажем так, да, но вот я вот именно, чтоб я открыла, постелила на свою кровать, чтоб я сама своими глазами пощупала, увидела, смогла оценить качество, то это, конечно, впервые у меня, да. Вот такое также есть белый цвет, точно такое. Я не буду открывать, девочки, я даже не знаю, смогу ли я это упаковать, как было. Почему? Потому что, как сказать, даже вот эти комплекты, в которых идет одеяло, просто и наволочки, не получается уже так упаковать, как вот было изначально, да, все равно очень сложно. Но постель вообще бомба, просто бомба, девочки. Я оставлю свой номер телефона в ссылочке, в первом комментарии. Вот вы можете писать, какой вам цвет, белый либо такой. Вот. Но качество здесь, конечно, 100%. Постель отличная, пошита. Будете не пользоваться 100 лет просто. Потому что реально хорошее качество. Девочки, пододеяльник одевать не нужно. Совершенно ничего одевать не нужно. Все уже готово. Ну, если кто хочет, на наволочке, в принципе, можно что-то одеть. Это кто хочет. Но я бы не одевала. Мне очень нравится, девочки. Мне очень и очень нравится. Просто супер.
Просто супер. Очень красиво. Я вообще, вот это мое слово паразит. Просто супер. Я его очень сильно люблю, я не знаю, я когда восхищаюсь от души, оно у меня как-то, я извиняюсь, само по себе выскакивает. Это, знаете, как я прекрасно понимаю, что многих это может злить. Это как, знаете, вот у многих, я заметила, у россиян есть такое слово тоже, паразит, я его очень сильно не люблю. Они многие употребляют там, где надо и не надо. Вот это слово получается. Там, ну, а когда вы покинули границу или там что, спросили, ну, получается... Ну, без конца получается, вот там, где надо и не надо. Это слово получается. Вообще, мне не нравится, когда говорят, поэтому я прекрасно понимаю, что я тоже могу кого-то нервировать этим, я прошу прощения. Но я не специально, но мне само по себе выскакивает. В общем, такая вот белая постель, вот, белого цвета, выглядит она так же. И вот такая вот постель, девочки, я всем советую. Это просто шикардос. Просто шикардос. Ну все, идем дальше. Девочки, вот такая вот постель. Новинка. Тоже это пришла новая постель, я привезла. Качество очень хорошее, девчонки. Очень хорошее качество. Сейчас покажу вам подушечки. Вот такая вот наволочка идет, красивая. Очень хороший пошив, аккуратная очень. Я, наверное, буду другой камерой показывать. Хотела, чтобы вы меня видели показывать, но рассказывать. Но так не получается, к сожалению. Ну, в общем, когда вот так вот показываешь, да, то видно более, лучше, да, чем вот, нежели не показывать. Вот такое вот одеяло идет, смотрите. Вот такая вот простынь. Смотрится очень красиво. Сейчас покажу вам поближе. Девчонки, вот такая вот красота. Смотрите, отличный пошив. Вот это вот одеяло. У них у всех очень-очень хорошее качество. Стеганое одеяло. После стирки ни катышек не бывает. Ни, как сказать, ни цвет не теряется. Ну, в общем, комплект просто бомба. Реально говорю. То, чем я восхищаюсь от души, оно не имеет притворства. Вот такая вот красота. То стараюсь выбирать все красивое. Я понимаю, что на вкус и цвет товарищей нет. Я подбираю разные цвета, потому что у людей вкусы разные. Но вот один в один это все вот так вот смотрится. Очень красивая постель. Так, девочки, такая тоже вот новинка. Тоже шикарная, красивая новинка. Уходят они на ура с бабочками. Уже, как бы ты назвал этот комплект? Народ уже жаждет. И потом называет твоими именами, как ты назовешь. Ну, еще не царишь, заказывать, добавиться его даже. Лучше фотографии отправлять. Черные розы пускай будут. Чтобы все понимали, о чем. Черные розы, да, очень красивый комплект такой, девочки. Вообще новинка такая. Красиво очень смотрится. Давай, Анжел, покажи нам фокус. Вот такое одеяло, девчонки. Стирать не нужно, говорю. Пододеяльники. Он двухсторонний, да, как бы вот так вот. А вот так вот открывается, да. Угу. Ну, ты так на серединку положи, чтобы было, в принципе, понятно. Вот так вот, к примеру. Что открыть точно, да. Вот так вот, видите? Смотрите, девочки, какой хороший пошив. Какое хорошее, мягенькое. После стирки еще мягче становится. Ни катышек никаких нет. Некоторые боятся, спрашивают, киса, что за качество. Есть такая дешевка, которая то ли колется, то ли током бьет. Я ее ненавижу, не люблю. Это не то. Мы пользуемся, мы покажем вам детский комплект, которым мы пользуемся, Софишка. Даже вы видели, я показывала. Комплект очень. Смотрите, девочки. Вот такой красивый пошив, шикарный. Очень классно. Я просто так делаю, чтобы было понятно. Кстати, я хотела еще сказать, здесь тоже вот бортики. А что я хотела сказать? Постель, вот у меня огромная постель, кровать, да, это подходит как бы евро. А у свекрови просто двухспальная кровать. Очень даже хорошо подходит. Единственное,
подкатить простынь с двух сторон, и все. Очень даже некоторые боятся, что на двухспалку не подходит. Подходит, девочки брали, и свекрови на кровати мы смотрели, тоже очень даже подходит, и все отлично. Поэтому этого не пугайтесь. Постель классная, и всем-всем-всем советую. Вот это стирать только. Опять эти 18 минут. 18 минут прокрутили с ополаскивателем. Все. Никаких порошков, ничего сюда не надо. Прохладной водички. Девочки, смотрите, вот такой комплект Gucci. Запомните, я сейчас оглашаю и говорю вам сразу, что это бомба, это хит сезона. Это правда классно. Это правда классно, очень красиво смотрится, не наляписто. Вообще классно. Вот просто, знаете, вот Gucci, это вообще вот это Gucci. Потом я еще покажу вот это же. Как называется? Не Билайн, а как? Анжел, желтый, как вы назвали с тобой? Не Луи Виттон. Желтый, типа, что вот это, Билайн или как там? Черный с желтым. Билайн. Билайн, вот это вот. Потом еще Луи Виттон, да. Вот 3 таких комплекта, они сейчас как бы такие, знаете, ну, ходовые, это классно смотрится. Ну, посмотрите, как хорошо это смотрится. Если у кого кровать двухспальная, здесь буквально вот так вот подкатить, низ аккуратно положить, и все. Понимаете, абсолютно никаких проблем не будет. Кто переживает, что у кого кровать, что это размер евро, а у человека, например, кровать двухспальная. Нет. Это совершенно не мешает. Подходит и на двухспальную, и на евро. Просто на евро они вот эти борта более-менее висят. Не более-менее, а вот, смотрите. А так просто они будут чуть покороче. И все. И все. То есть по длине, но там можно подкатить. В общем, хорошая вот такая постель. Так, девчонки, вот этот прекрасный комплект. С фиалкой, или как он там называется. Тот раз он всем, очень многим понравился. Но у меня долго не было его в наличии. Сейчас они появились. Анжел, покажи нам одеялко. Но даже я хочу больше вас обрадовать. Он многим понравился и спрашивали девочки, а если такие полторашки? Их правда не было. Они появились совсем недавно. Смотрите, вот с таким вот одеялом. Двухстороннее одеяло идет, да. Очень красивое. Смотрите, как это красиво смотрится, девочки. С этой стороны вот так вот. Видите, как вот простынь, да? А вот с этой стороны вот так вот. И вот так, ага, сделай, пожалуйста, да. Вот. Вот так вот это смотрится, девочки. Вот так вот это смотрится. И сразу же хочу вам показать такую же, но полторашку. Это размер евро, и который подходит к двухспальной кровати. Вот это размер полторашка. То есть свободно подойдет на вот такую кровать. Ну, вот как у Софишки. Этот большой я достала отсюда сейчас. Вот. На фото так выглядит, видите, на самом деле он все равно другой. Но я хочу сказать, что вот тот комплект полторашка свободно подходит на вот такую кроватку, как на Софишкину. То есть понятно, да? Очень красивый, девочки, комплект. Качество, конечно, говорит само за себя. Тут ничего не скажешь. Стеганое одеяло, никаких катышек после стирки. Ничего нет. Сейчас покажу вам комплект Софишкин, который стирался уже минимум 5-6 раз. Чтобы вы убедились, девочки. Ну, правда, все аккуратненько сложено. Вот такой вот комплектик. Очень-очень хорошая вещь. Разные комплекты, девочки, в наличии. Вот такие вот есть евро размеры. Вот такие вот полторашки есть. Есть совершенно другие расцветки. Они идут... семейки, то есть 2 одеяла, просто не 2 наволочки. Заказывать вы можете по адресу, по номеру 8964 Билайн 067 73 05. Это мой номер, отвечаю сразу. В наличии разные цвета. Вы можете перейти на канал Киса Чечня блогер, посмотреть другие расцветки. Ну, красота вообще классная. Стеганое одеяло, не нужно одевать ни пододеяльник, ничего, все уже двухсторонний. В общем, прелесть. Девчонки, вот такой комплект. Вот такой зеленый защитный цвет. Цвет хаки, да, или как Анжела его называет. Вот такая вот красота. Очень тоже ходовой такой комплект. Очень хороший.
Это евро, но подходит он и как двуспальная кровать. Идет, девочки, качество очень хорошее. Красивая такая постель, пошита хорошо вообще. Супер качество. После стирки, как я и говорила, ни катышек не остается, ни цвет она не теряет. Вот видите, настоящий цвет вот так. Вот ее настоящий цвет. Анжела, неси нам одеялко. И такой же под цвет одеяла. Спальная. Очень хорошая, красивая. Вот такая вот красота. Смотрите, как красиво смотрится постель. Хорошее качество очень. Я же говорю, я не могу нарадоваться такой постели, то что она не противная ткань, она не колется, ей не нужно одевать эти пододеяльники, это все. Я, в общем, стеганое такое одеялко, прям, знаете, ну, вообще отличное качество. Просто супер класс. Девочки, вот такой шикарный комплект. Красиво, да, смотрится очень? Жень, тебе нравится? Очень красиво. Жень, ну я вижу, тебе очень нравится. Я думаю, ты готова сделать его название, придумать. Очень хорошо подумать. Я знаю, что ты маешь талант. Украина має таланты. Ва, машалла, как красиво. Небесные розы на синем морозе, но я вижу твой взгляд, и это меня уносит. Классно, девчонки, это шикарно. Это классно, правда. Ну тут, ну, ой, ну смотрите. Ну вообще красота красотушечная. Это что-то с чем-то, девчонки. Такое приятное одеяло, вообще вот классное. Вообще супер. Просто супер классно. Анжел, достань, пожалуйста, шифонера, Софичкину подушку. Мне просто хочется показать, что сколько уже пользуемся, что сколько стирали, ни качества не потерялось, ничего, никаких катышек нет. Не, вместе с подушкой достаешь прям так, да. Что на подушке, на ручку. Положи сюда ее. Положи ее просто. Мы давно показывали вам, что мы оставили куклу Лол. Уже 100 раз он стирался, девочки, 100 раз. Ни цвет, видите, ни катышек никаких нет. Ну, видите, какой был, такой есть. Нигде ни нитки не висят. Совершенно, совершенно. И вы знаете, я стираю буквально в неделю могу 2 раза постирать. Ну, я говорю, я просто, знаете, есть такие женщины, я ни в коем случае не хочу сказать, что я там супер-пупер, нет. Просто есть женщины, в горячую воду положат постель на 1,5 часа, давай там, давай, это все ужас дикий, этого делать не надо. Нужно смотреть по постели, что ей подходит. Вот этой постели кипяченая горячая вода не подходит. Понимаете? Здесь на 18 минут, или на сколько там у вас, самое меньше, в холодной воде с ополаской простянуть и все. И совершенно ничего не происходит. До сих пор все отлично. Убирай еще подушечку. Спасибо тебе большое. В общем, вот так вот, девочки. Это евро, но опять повторяюсь, он подходит как и к двуспальной кровати. Так, девочки, знаменитый наш комплект бабочка. Очень-очень тоже красивый. Ходовой комплект. Ну, я первый раз, когда поехала, я вот так на свой вкус что привезла. Сейчас я в основном привожу то, на что идут заказы, то, чем больше нравится людям. Вот такие вот эти. Бабочка же, доставай одеялко. Поэтому, кто если будет заказывать, говорите, киса набор бабочек. Повторяю 100 раз, что подходит и к двуспальной кровати, и к евро, если большая кровать. Вот, все одинаково. В смысле, не двухсторонней, а вот одной расцветки. Стеганое одеяло. Да, Анжела, вот так. Угу. Очень красиво смотрится. Такая нежная постелька, знаете, аккуратненькая. Все, не все, каждый по-своему красивый. Каждый по-своему. Ну, мне очень нравится. Очень и очень. Девочки, вот такой вот розовый комплект. Красивый, только немножко помятый. Но вот отсюда хорошо видно реально цвет. Ну, дома простернете, погладите и будет классно. Тоже вот сюда иду, кажется светлый, да? А вот сюда отхожу и хорошо видно его естественный цвет такой
нежно-нежно-розовый цвет. Красивая постель, тоже такая нежная. Вот тут ее настоящий цвет видно. Хорошо ее берут, именно вот эту вот постель тоже, потому что такая нежная. Сердечки вот они розовые, вот нежно-розовые и зеленые. Тоже хорошо идут. Ну, правда, очень красиво смотрится. Очень красиво. Анжелика, ну-ка покажи-ка нам одеялко, будь так добра. Вот такая вот красивая постель. И такое же стеганое одеяло, тоже все под цвет. Нежное, аккуратное, красивое вот одеяло. На подарок вообще классно. Больше идут как вот свадебные, тоже на подарок дарят молодым, ну и вообще для семейной пары. Когда иду туда, свет посветлее становится, Анжел, свет падает. А вот сюда подхожу, уже его родной цвет видно. Ну, в общем, девочки, вы поняли, евро, но подходит и к двуспальной кровати тоже. Девочки, еще вот такие вот сердечки, тоже комплект очень красивый. Ну, тут хоть цвет падает, хоть не падает, здесь цвет реально видно, какой он есть. Тоже постелька красивая. Такие серая на фоне желтые сердечки. Тоже такая, знаете, не наляпистая, классно выглядит. Вот такая вот постель. Какие-то надписи еще есть. Анжелика, одеялко нам покажи-ка. Ой, мне по телефону уже расходилась. Вот такое вот одеялко. Но оно все, да, однотонное. Да пусть так лежит. Оно все, в смысле, однотонное. Одного цвета, не двухстороннее, а одного цвета. Красиво, да, смотрится прям так. Ничего лишнего, не раздражает, скажем так. Девочки, ну это наше с вами любимое зимнее утро. Это название мы запомнили, которое Анжелика дала. Это зимнее утро, такая какая-то свежесть сочетается с этим постельным бельем. Ну, очень красиво смотрится, тоже такое приятное. Ну, я стараюсь выбрать все лучшее из лучших. То, что вот есть красивое, выбрать еще красивее, да, например. Ну, там еще скоро будут новинки, мне показали в группе, там, ну, база, где мы берем, у них там привезли новые какие-то виды, они скоро поступят тоже на рынок, ну, в общем, тоже привезу. В общем, вот такая вот красота. Анжелика, ну-ка покажи-ка нам одеялко. Одеяло тоже точно такое, одинаковое, один в один с простынью, с наволочками. Значит, девочки, размеры этого комплекта, здесь, значит, 50 на 70 идут 2 наволочки, 2 на 2 20 одеяло, 2 на 2 30 или 2 на 2 40 простынь. Вот так, да, синенькая, так красиво, когда. И штора, сделай так ровненько. Вот так вот, донеси. С этой стороны белая, да? Можно и так, и так. Это неровно у нас полосочка, поправь себя. Ты слишком много закатила. Угу, да. Ну, очень красиво. И стоит наволочку перевернуть. Было красивее, когда наоборот. Угу. Просто, девочки, чтобы не одевать на каждую подушку, это очень долго занимает время. Очень долго. Итак, ну вот такая вот, смотрите, красивая постель. Вот, смотрите, стеганое одеяло. Вообще простернуть в машинке 15-18 минут и все, девчонки. Очень-очень хорошее качество. Не пожалеете, кто заказал, девчонки, благодарят. Еще заказывают, для детишек есть. Я вам покажу. В общем, вот такая вот красота, зимнее утро. Девочки, вот такая вот красота. Перо. Очень классно смотрится. Даже в моей комнате подходит цвет. Очень красиво смотрится постель. Тоже евро, но этот самый на двухспальную тоже подходит. Такая нежная, да, красивая постелька. Анжелика, давай одеялко нам показывай. Все время куда-то мы тебя теряем. Стеганое, шикарное одеяло, девчонки. Просто супер класс. О,
Машала, как красиво. Очень красиво смотрится. Давай здесь поправлю. Ты слишком оттуда отталкиваешь подушек. Да, вот видите, как красиво. Вообще идеально все. Просто идеально. Красивая вот такая вот постелька. Девочки, ну вот это вот идет одна спалка, полторашка. Видите, как она вот здесь? Ну, то есть это полторашка кровать. Наволочка, Анжела, как бы двухсторонняя, да? Угу. То есть зеленый цвет можно, да? Мы вот так придумали, накидывать, что, в принципе, было понятно. И одеялка, да? Одеялка, ну, в общем, полуторка. Постель. Оно тоже, да, двухстороннее одеяло? Да. А, одеяло тоже двухстороннее. Смотрите, с этой стороны вот так зеленое. А другую сторону открой так побольше вначале, покажи, Анжел. Угу. Ну вот, видите, какая красивая. Это кувшинка, или как называется. Ну, классно, да, тебе положи, я сфоткаю. Так вот. Ма, М. как это, Калюня? Да, Калюня, да? Кет, А, вот так. переправи на сторону. Почему? Ну же в этой. Что? Ты что, снимаешь? Ну, в общем, да, девочки, вот так вот, смотрите. Это все смотрится, полторашечка. Ну, тоже такое же точно качество. Все один в один, в общем, классно. Девочки, вот такая вот красивая желтая постель. Очень красивая такая, знаете, ну, очень приятная такая желтенькая постелька. Отлично, да, Анжела? Тебе нравится постелька такая? Да, очень. Угу. Классно. Ага. Давай. Вот такое вот одеялко. Стеганое, шикарно. А, естественно. О, какая красота, да? Красота красотушечная. Идеальная. Да, это очень красиво. Ничего не скажешь. Совершенно. Девочки, вот такой комплект. Луи Виттон, да, Анжел? Луи Виттон, тоже вот такой комплект. Тоже это такой, знаете, трек этого года. Ну, многие заказывают, особенно вот такие молодые пары любят покупать, заказывать. Это я уже поняла. Вот это все как бы в одном цвете. И с одной, и с другой стороны такое же точно. И одеяло. Я еще раз повторяю, что это евроразмер, но подходит на двухспальные кровати. Значит, здесь наволочки идут 70 на 50. А простынь идет 2 на 2 30. Одеяло 2 на 2 20. Вот. Вот такие вот дела, девочки. Вот такая вот хорошая постель. Все одного тона. Давай. Немножко другая, да, как бы цвет? Не кажется тебе чуть-чуть? Это? С другой стороны. Желтоватый. Угу, да. Ну, в общем, вот такая вот красота, девчонки. Заказывайте, все вам отправим, все есть в наличии. Эти фотографии будут у меня занесены в Телеграм. Ссылочку на Телеграм я покажу свою. И так скажу, Киса блогер замужем. На английском, да, написано, Анжел? У меня там, или на русском? Где? В Телеграме. Киса блогер. Ты не можешь зайти в телефон? Ну, в общем, я сейчас покажу, потому что многие говорят, Киса, мы не можем тебя найти, чтобы вам было легко меня найти, я покажу. Так, девочки, ну это тоже трэш. Анжел, как ты? Samsung, да? Билайн. Еще лучше. Билайн. Это Билайн от Анджелины. Так что, если кто будет заказывать, скажите, это Анджелин Билайн. Анджелина у нас дала всему свои имена. В общем, да, вот такой Билайн. Так, давай, Анджелина, пока продемонстрируй нам, пожалуйста, одеялко. Ну, наверное, сейчас с тобой это чайку, да? А потом продолжим. Как ты смотришь на это? Сейчас чайку. О, пожалуйста, да. Красота.
Ну и вот такая красота, девочки, фиолетовая постель, такая шикардосная вообще. Он что, у нее, по-моему, одеяло двухстороннее тоже, да, или нет? Такие вот наволочки сверху, фиолетовая простынь, тоже такая очень ходовая. Ну, я сказала, Людички, привет. Джо, ты бы с этой стороны лучше положила, так красивее. Они вот двухсторонние. Кись, а хочешь я тебе один фокус-мокус покажу? Не стоит. Ну, Кись, Я очень занята потом. он очень сильный, прикольный, смотри. Ну, давай. Ой, какой прикол. Ой, Кись, он должен быть не твой. Большой прикол. Ну, в общем, вот так вот. Ну, наволочки двухсторонние. Одеяло тоже, да? Да. Ух ты, одеяло тоже двухстороннее. Ты покажи, Анжи, обязательно две стороны. Сначала вот такая вот сторона. И вот такая вот тоже двухсторонняя постель. Ты слишком далеко загнула. А что там далеко? В общем, нужно было другой стороной вверх. Фотографировать, цвет тот лучше смотрится. Ну что, и так неплохо, да. В общем, двухсторонние, девочки, ну вы видите, да? Здесь вот такой шикардос вообще, хорошая постель очень. С одеялом уже готовая постель. Не нужно не пододеяльник одевать, не гладить его. Ой, не люблю. Не мое. Долго время занимает. Нудно работу не люблю. Мне надо раз, чтобы... А тут класс простернул 18 минут. Высохло оно все, укрылся. Ну там, раз в неделю наволочки простернул. И это все. Софиш, ты что творишь там? Ой, М? стой, смотри. В общем, да, поставь чайник. Вот такая вот красота, девочки. Все, на этом евро у нас заканчивается. Сейчас у нас начнутся полторашки. Ну, полторашку я одну показала. Сейчас точно будет. Все нормально. Смотрите. Угу. Чего такая вот красота, девочки. О, девочки, посмотрите, какая красота. Машалла. Это, как они же мы назывались? Дорого-богато. Это мы запомнили, да, дорого-богато. Шикарная постель, девочки. Это идет семейка. И я всем семейным парам настоятельно рекомендую, потому что я себе оставила именно такой, но только у меня фиолетовый, с двумя одеялами, потому что это реально классно. С двумя одеялами, понимаете? Потому что это хорошо. Я вам просто настоятельно рекомендую. Комплект шикарный, девочки, шикарный, красиво, как богато смотрится, очень красиво. И два одеялка, да, Анжелика? Вот как полторашки одеяла, как вот полуторка размера идут у нас, да? Таких два одеяла здесь. Это клево просто. Это просто супер-суперской. Ты что так ложила? Ну, эти положи так. Да. Этот положи. Эти открывать и не надо все прям. Вот так вот оставь. Чтобы потом слаживать. Так тяжело. Мы уже сколько, девочки, мы начали сегодня, ну, не знаю, часов, наверное, с 11. Уже сколько вы? Дня 11. Сейчас сколько время? Ну, не знаю. Уже 12 часов ночи. Да. Ну, суть дела в том, что мы, конечно же, отвлекались, там то Софишка с садика пришла, то покушали, то приготовили, конечно. Ну, пускай, грубо говоря, на это 2 часа, 2,5 ушло. А все это время, представьте, это все достать, назад упаковать, сложить. Ну, это правда, это очень тяжело. Очень. В общем, вот такая, девочки, шикарная постель. Просто я не знаю, насколько хорошее качество, настолько просто класс. Трэш, да. Стеганое одеяло. Ну все. Так, давай, сейчас пока это сложим, наверное, час уйдет. Здесь вообще сложно, 2 одеяла, прикинь. Девочки, вот такая еще роскошь, тоже красивая постель. Тоже это уже у нас пошли с вами семейки. Очень красивая. Здесь также Анжела идет в наборе. Пока ты достаешь одеяло и не открываешь, просто полосками ложишь. Не надо. Я так сделаю фото, чтобы было понятно. Я не будем, потому что, девочки, потом не удается так аккуратно все равно, вот как здесь, вот покажи, вот как аккуратно сложено, все равно не удается вот так прям, все равно что-то не то получается. Поэтому я так сейчас фоткаю. Девочки, вот так, в общем, идут 2 одеяла. Вы видите, это полуторки, большая простынь, 2 наволочки. Я вам всем
Рекомендую, настаиваю семейным парам приобрести этот комплект именно семейный, потому что 2 одеяла это круто. Это хорошо вообще. Очень удобный комплект, хорошее качество. Установил чамят. В общем, классный комплект вообще. Идеальный, девчонки. Так, девчонки, наш долгожданный комплект от зари до зари. Одеяла там у нас идут двухсторонние, девочки. Одеяла идут двухсторонние. Наволочки нет. А раньше наволочки тоже были двухсторонние. Это уже новые комплекты. Тут чуть-чуть изменения в них. Но тоже шикарный комплект. Да, Анжелик? Вот от зари до зари. Вот он вот так смотрится красиво. Сейчас Анжелика нам продемонстрирует одеяло. Ой, уже так спать хочется. Вот смотрите, одеяло. Прям открой, покажи, что оно двухстороннее. Это одно открой, а то не обязательно. Вот такими полосочками еще. Да, это немножко новое. Раньше была просто красная ткань. Ой, как шикарно, да, смотрится. Сейчас прям вот с полосочками. Шикарно. Прям вообще видно. Вот видно хорошо вообще. Двухсторонняя идет одеялка, девочки, поняли, да? Это доставать не нужно, я думаю. Вот положи его туда, просто, чтобы люди видели, что оно... И дай мне, кстати, 1,5. Я заодно покажу. Девочки, ну не будем второе одеяло доставать, вы поняли, в общем. И точно такие же комплекты есть 1,5. То есть это семейка, это 1,5. Тут что идет? Одно одеяло, одна простынь и наволочки. Вот, это 1,5 уходит. То есть они тоже есть. Может, кто захочет именно эту расцветку, но 1,5. Все, Анжел, убирай пока. Это, а так, девчонки, вообще шикардос. Мне так нравится, Анжел. Шикарно смотрится вообще. Шикарный комплект. Вот этот от зари до зари. Все, мы сейчас слаживаем. Девочки, ну вот такая семейка. Тоже фиолетовый цвет с голубыми разными цветами здесь. И светло-голубой, и темно. Здесь, обратите, наволочки разные, расцветки. Видите? А здесь вообще вот так вот. То есть очень мне нравится, когда вот так вот немножко Гайфер фантазирует, да? В общем, тоже присутствует 2 одеяла. Это семейка. Такой, знаете, хороший комплект такой, домашний. Я считаю, ну, у нас наподобие что-то такого, но тоже под фиолетовый цвет. Очень красиво. Давай-ка нам одеялка. Ты одно расстилаешь, а другое кладешь рядом просто. Во второе доставать не обязательно было, но пойдет. Давай, живее, Анжел, время у нас уже очень поздно. Очень. Двухстороннее одеяло тоже, девочки, посмотрите. Одна сторона вот такая, ой, как блестит красиво. И вот так вот, да? Ой, какой шикарный комплект. Классно прям вообще. Туда положи. Ну и второе одеяло. Все точно так же. Вот. 1 в 1, чтобы вы не думали, что... Вот в комплекте 2 одеяла, 2 наволочки, большая простынь. Это семейный комплект, семейка. Вот. Красиво очень смотрится. Ну и Анжелика нам сейчас, там немножко уголок неровный, ну ладно. Угу. И вот такое вот кстати, одеялко. вот наволочка двухсторонняя. Двухсторонняя, да? Угу. Можно и так. Феррари, да? Феррари написано там. Вот здесь. Вот, Феррари написано. Ты пока увидишь, рак на горе свистнет. Давай. Шевелись, Анжел. Уже время, наверное, 2 час ночи. Уже хочется отдыхать. Ой, мне сегодня был очень тяжелый день. Очень. И еще последствия с него не закончились. Там на почте у меня кое-что напутали. Не по моей вине, конечно. И мне это очень неприятно, и много проблем будет из-за этого. И сказать варианта тоже нету. Ладно, как-нибудь решим этот вопрос. Просто расстроилась вообще очень сильно.
Девочки, вот такая, тоже вы часто спрашивали у меня, заказывали именно розовую постельку, именно полуторка. Но их долго не было, правда. Многие хотели, но их не было. Сейчас я их привезла. Они есть в наличии. Вот такие вот красивые. Нагладить, и будет вообще здорово смотреться. Девочки, и вот такая вот по 95-й регион тачки. Тоже мальчишки очень сильно любят эти постельки. Они есть в наличии. Много их. Заказывайте. В общем, классный набор.